Падре, делите все МРД. Слушай, почитайте вот это 4 строки, посвященные. Ага, сейчас, сначала почему. Как он его перевел, это Падре, читайте. Киргибакча, тоже. 11 у тебя, ага, у меня 288, я все себе делаю. 288. Да, это очень тяжело. Это я его и так писать 288. Так, това да ерге, микта люци. Адолзин шарлан шеребе пушкарать, хуп анем алга. Шуруик шаплав шурсурдабик сунать, хуп апам тубага. Да, оно меня, конечно, мучило. Мучило? Да, мучило тем, что оно должно быть очень простым и тем временем очень строгим. Да. То есть по звучанию. И мне пришлось долго ждать, пока оно не пришло к правильному облику. 4 rader efter Mittas död. Över Volga skriker hela natten en mös. Mor, stäng dörren till. Vit inom månskäran, vit som ett ljus. Syster, slut kistan till. А тут есть некий такой, тут есть, меня спасла инверсация, которая позволяет мне ставить вот это ключевое слово «тиль» в конце строки. И получается поэтичность, но легкая, такая ненавязчивая, которая не режет слух, и которая очень-очень напоминает, и это случайно, но это очень подходящее, потому что очень напоминает языку Бергмана как раз. У него как раз эти инверсии часто есть. И тут есть какой-то оттенок от Бергмана вот этом. Ну что, Патрюк читаешь? Да. Вот, Киргибакча. С чего начнем? Что хочешь? Я выберу это, я переводила. Так, где-то в конце. Какой изумительный курс про этого, Давай, найди. Он в конце. Ага. 221. Сколько? 221. Прекрасно. Вот, на следующий. Кадил Даша был ближайший друг. Маньял Марда Курберех и Пларах Юратмалла пулном маном сяпьяла. Халыхне кынамар, палламан курманны не, ирдене де шүрене. Унсынне, унпиншакне, инжетри эмелгене, ыкларах юратмалла. Полноману шкульне, шкуйдишне кынадамар, шалучилишын сюртне, унхапхиен хлыне, штукатуркине, ыкларахта юратмалла, полный шабрай центра. Клуб век надамар,
он кашнишу нешу не, пахчари вельдерен не, onun kivi kiberin ne, şav kiberin karlık ne. Tussini şey hariken ıtlarak yuratmalla polunamanın. Şav yala payan yudun zıklama, ucuk ne biles bulsan ıtlarak yuratmalla polunamanın. Den var inte min, och likväl borde jag ha älskat den långt starkare, den byn. Och inte bara folket där, de obekanta människorna i byn, de okända på gatorna i byn. Nej, varje ansikte och jacka, ja, varje skugga som jag såg på avstånd där i byn. Starkare, långt starkare har älskat skolan där i byn. Och inte bara lärarkåren, nej, själva skolbyggnaden. Ja, varje bräde i dess port, dess målarfärg, dess puts. Starkare, långt starkare har älskat vårt provinscentrum. Och inte bara klubbhuset i byn, nej, varje stig och hus, ja, nässlorna på gårdarna i byn. Den gamla bron och själva räcket där till byn. Starkare, långt starkare, och inte bara vännerna. Nej, likväl borde jag ha älskat den, om jag blott vetat vilken saknad den fyller mig med nu, långt starkare än byn. Я очень люблю его на шведском. А я тоже интонацию прям чувашской. И я очень благодарен как раз вам, своей интерпретации этого стихотворения, потому что, доводя его до ума, я часто вспоминал о том, как мы стояли на кладбище, и вы читали наизусть это стихотворение. И я хотел передать как раз этот ритм. Эту сильную энергию вперед. И благодаря этому я нашел. Тоску тоже передали. Тоску тоже.